мне в детстве, когда вот планировал будущее и пытался понять, чем я буду дальше заниматься, вот мне всегда было такое опасение, что я буду делать то, что мне не нравится, только для того, чтобы как-то просуществовать, чтобы чего-то добиться. Сегодня вот Аллаха шкур так получилось, что я занимаюсь любимым делом. Вот сейчас мы почистим форму, чтобы внутри не было никаких инородных веществ, мусора, пятен, потому что если, допустим, попадет туда кусочек гипса, и он смешается с глиной, то в итоге у нас при обжиге изделие треснет. Этот гипс нагреется и лопнет в этом месте глина. Мы очистили его, стянули резинками, теперь у нас форма кувшина внутри цельная. Мы зальем туда глину. Теперь готовую шликерную массу заливаем в нашу форму. Лить нужно медленно, чтобы кислород успел выйти. В среднем толщину он будет набирать минут 20. После этого мы сольем жидкий шликер и вынесем его на солнце. Теперь мы придадим ему форму граната, чтобы он был хоть у нас похож. У граната есть ребра. Он не круглый, поэтому мы дадим ему такие островочки. Керамику, в принципе, как и все искусство крымских татар в целом, я полюбил благодаря Рустему Скибину. По образованию я вообще редактор, но когда пробовал работать в этом направлении, не нашел себя в нем, не почувствовал, что это мое, и как-то попал к Рустему Скибину в его студию. Я там был больше администратором, но в целом вот это направление меня прям так увлекло, и я больше не представлял жизнь без этого. Многие мастера нам помогали начинать. Я этим делом занимаюсь со своей супругой, которая в большей степени вдохновляет меня. А она у Рустема Скибина была рисовальщицей, мы, в принципе, там и познакомились с ней. И она говорит: ты, говорит, приготовь, говорит, на чем рисовать, а что рисовать, я, говорит, придумаю. Результат, к которому мы стремились, результат работы, когда мы совместили эстетический продукт с нашими национальными орнаментами, продукт, который можно использовать в быту, и в то же время он может просто украсить интерьер. И сегодня мы уже выпускаем свой, довольно-таки неплохой продукт, мне кажется. А самое главное, мы это делаем в наших традициях, развивая, продолжая и популяризируя культуру крымских татар. На фестивале в Бuyukçukmедже тоже очень приходили в Минем Деде Хрымдан, Менда Хрымдан, и вот они видели, узнавали, мы им объясняли наши орнаменты, что есть информация, заложенная в них. И человек уже начинает по-другому смотреть на это и понимать культуру.
Мне приятно то, что мы через наше ремесло просвещаем людей и объясняем, кто мы, что мы за народ и насколько мы высококультурные. Один гранат наш поехал в Испанию, хотя это, на мой взгляд, это просто мировая столица керамики, и там просто очень уровнево это все выходит. И когда мне клиенты говорят, что вот мы берем гранат, хотим подарок отвезти туда, то есть, понимаешь, как они относятся к нашему творчеству, как это все-таки сегодня ценится. Я занимаюсь любимым делом, я этим делом занимаюсь со своей супругой, которая в большей степени вдохновляет меня. Видя, как она создает орнаменты, мне все время хочется придумать какую-то новую форму, как-то по-новому ее представить, чтобы на этой форме то, что она сделает, оно по-другому зазвучало, получилось какой-то новый интересный продукт, непривычный для нас всех. Наша работа, она переплетается с семьей. Когда мы идем с ней рисовать, это, знаете, совсем другие ощущения, но как бы ты отключаешься от бытовых проблем, полностью предаешься работе, и вот это вот какое-то командное движение, оно, не знаю, совсем на другой уровень переносит нас. Семья – это самое главное в моей жизни. И сегодня я просто не представляю свою жизнь без детей. Даже вот когда приходится уезжать по работе куда-то на неделю, на две, больше всего скучаешь по ним. Каждый элемент на изделии, который я рисую, имеет свое обозначение. То есть вот возьмем миндаль. Бадем – это девушка, молодая, незамужняя. Она идет у нас с колючками, кустке, на береге, это обязательно для нас. Тюльпан – это юноша, молодой. У него тоже есть своя охранная зона. Гранат – это символ достатка, благополучия, плодородия, пожелания, продолжение рода. Это все зернышки граната, чтобы эта сплоченность, зернышко к зернышку, все в семье было так. Это пожелание. Мы это все переплетаем между собой, чтобы девушка с юношей поженились, и у них в семье был достаток. Моя цель, чтобы наша культура развивалась. Моя цель, чтобы она развивалась правильно.